В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня мы будем говорить о регулировании иностранной рабочей силы в республике с первым заместителем председателя Госкомитета Якутии по занятости населения Алексеем Павловым. Алексей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. В начале года было заявлено, что запрет трудовой деятельности иностранных граждан Якутии приведет к высвобождению порядка 2000 рабочих мест для местного населения. Удается ли это и как в целом сейчас обстоит ситуация? Действительно, в соответствии с указом главы республики о замещении иностранной рабочей силы, о запрете использования иностранных работников на основе патента, в целом нам удалось не просто сократить количество иностранных работников, причем я добавлю в добывающем секторе экономики на 2000 человек. Мы полностью заместили и трудоустроили число местных кадров в промышленности более 2800 человек на те места, которые изначально предполагалось привлечение иностранных работников. Стоит отметить, что в целом ситуация по привлечению иностранных работников за последние несколько лет наблюдается тенденция сокращения. За первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сокращение составило порядка 30%. Если в прошлом году было привлечено за первое полугодие 19 800 человек, то в этом году было привлечено 12 600. На сегодняшний день в республике трудовую деятельность ведут 6 тысяч трудовых мигрантов. Но давайте разберемся, чтобы все граждане понимали, мы должны объяснить, что порядок регулирования процесса привлечения и использования иностранных работников установлен в соответствии с федеральным законом о правовом положении иностранных граждан Российской Федерации. И тут надо понимать, что граждане иностранных государств, привлекаемые для работы в Российскую Федерацию, в частности в республику, они подразделяются из стран пребывания. Допустим, страны СНГ, это ближнее зарубежье, безвизовые страны, граждане этих стран привлекаются на основе патента. Но при этом есть исключения по странам, входящим в Евразийский экономический союз, в соответствии с договором которым граждане привлекаются без каких-либо ограничений и используют права наравне с гражданами Российской Федерации. К ним относятся страны Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии, ну и, конечно, Россия туда входит. И в долевом соотношении 95% привлекаемых иностранцев – это, конечно же, страны СНГ, причем вот страны ЕАЭС, Евразийского экономического союза, и из других – это Таджикистан, Узбекистан, из стран, которые привлекаются на основе патентов, это примерно 50 на 50%. И 5% оставшихся – это страны дальнего зарубежья, это визовые страны. Порядок на них распространяется через межведомственные комиссии на основе квоты. Значит, три вида стран: Евразийский экономический союз, остальные страны СНГ и страны дальнего зарубежья. А вот какие конкретно меры и механизмы применяются для регулирования иностранной рабочей силы? В соответствии с законом о правовом положении иностранных граждан России, для стран СНГ, которые не входят в Евразийский экономический союз, устанавливается стоимость патента. В Республике Саха-Якутия она из всех субъектов Российской Федерации сейчас наибольшая, 9100 в этом году. Это каждый месяц иностранный гражданин должен оплачивать, но не больше года. Также действует указ главы республики о запрете привлечения иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности. Что это означает? Нельзя привлекать иностранных работников из стран СНГ в образовании, в здравоохранении, в сельском хозяйстве, по некоторым видам экономической деятельности в строительстве и полностью в добыче полезных ископаемых. А при введенных ограничениях гражданам Евразийского экономического союза не запрещено заниматься трудовой деятельностью, в частности, в нашей республике. Не получается ли, что они замещают высвободившиеся места, а не местные? Статистика, которую дает Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по республике, говорит о том, что, во-первых, граждане из этих стран прибывают все меньше и меньше. В целом, несколько лет назад их было порядка 9 тысяч, то в этом году уже меньше 6 тысяч из стран Евразес, да, Европейского экономического союза.
Нельзя сказать о том, что они сильно влияют на рынок труда, поскольку у нас действует принятая в этом году концепция миграционной политики, и в целом политика правительства республики, она направлена на то, чтобы сократить отток местных жителей из республики, не допустить, чтобы привлечение иностранных мигрантов повлияло на ситуацию, на напряженность на рынке труда. И, конечно, в этом плане мы должны повышать потенциал именно наших трудовых ресурсов, о чем сейчас говорит Айсен Сергеевич. А как проводится анализ влияния? Госкомитет по занятости населения ведет такой анализ с целью выработки правильных, эффективных путей решения государственного управления. В целом мы смотрим на то, как трудовые мигранты влияют на ситуацию с безработными, напряженность на рынке труда. Просчитывается все, вплоть до того, сколько было отчислений НДФЛ, подоходного налога, стоимость патента. И тут стоит отметить, что в целом за 2017 год в бюджет республики привлечено 800 миллионов рублей. Это стоимость патентов 360 миллионов и от налогов 440. При этом, конечно, все понимают, что республика содержит в детских дошкольных учреждениях, да, в школах и оказывает медицинское обслуживание. И на это в прошлом году было затрачено 75 миллионов. Вы понимаете, 800 миллионов было вложено, 75 миллионов затрачено. Есть такая позиция в оценке эффективности использования как влияние на криминогенную обстановку. И тут Министерство внутренних дел констатирует, что в целом за прошлый год было правонарушений не более 2% со стороны иностранных работников, иностранных граждан в целом. И Министерство внутренних дел считает, что вклад в криминогенную обстановку не столь велик и опасений не вызывает. А что касается граждан из стран дальнего зарубежья, как регулируется иностранная рабочая сила это? Иностранные работники привлекаются в рамках тех квот, которые устанавливает прежде всего Межведомственная комиссия по привлечению и использованию в субъекте. Такая комиссия есть и в Республике Саха-Якутия. А окончательно, конечно же, правительство Российской Федерации устанавливает квоты на привлечение работников на следующий год. Тут у нас ситуация точно такая же, тенденция сокращения. В этом году мы привлечем сюда не более 223 работников, в прошлом году 331. Если посмотреть с 2015 года, то в 2015 году было в 3 раза выше, более 1000 квот было. То есть квота устанавливается все меньше и меньше. Комиссия смотрит прежде всего, конечно же, на те отрасли, где нет местных трудовых ресурсов, то есть те вакансии, которые мы своими силами не можем заместить. То есть это высококвалифицированные работники? Наоборот, это низкоквалифицированные работники, и тут они составляют конкуренцию по большей части выпускникам среднего профобразования. А из каких стран преимущественно приезжают на заработки в нашу республику? Китай и Индия. А вот, Китай, мы как бы их видим, где они занимаются, а из Индии? Индия в основном привлекается одной компанией в республике, это алмазогранильная компания ДДК. А какие еще нерешенные проблемы остаются в сфере регулирования иностранной рабочей силы? Нерешенные проблемы, я бы сказал, в целом сейчас политика направлена на замещение иностранных работников. И тут нам стоит обратить внимание на подготовку взрослого населения, подготовку безработных кадров, жителей, да, чтобы заместить и иностранных работников. В целом мы ведем это замещение в рамках тех соглашений, которые заключаем с крупными недропользователями и с компаниями, которые традиционно привлекают иностранных работников. Это в промышленности, это в строительстве и это в гостеприимстве, в ресторанном бизнесе. А каковы основные концепции миграционной политики республики на 2019 и 2022 годы? Концепция предполагает оказание мер поддержки для местных жителей, повышение конкурентоспособности, в целом повлечет за собой сокращение оттока населения в трудоспособном возрасте. Это установление предельно конкретных, максимально жестких мер, способствующих сокращению и привлечению использования иностранных работников в Республике Саха-Якутия. А чем отличается от прошлых лет принципы? Концепция введена только с этого года. Указы главы о запрете привлечения патентов вводятся
с прошлого года. Уже было 2 указа выпущено. И квота сокращается уже на протяжении 5 лет. Квота на привлечение иностранных граждан из визовых стран. С этого года в Якутии началась реализация программы переселения соотечественников. Каковы первые результаты? Ну, тут стоит сказать сначала то, что программа введена действительно с этого года, и она направлена на привлечение соотечественников высококвалифицированных. И не по всей территории республики есть возможность вселения наших соотечественников. Мы их привлекаем, в основном это в арктические и северные районы и в промышленные территории, где существует дефицит кадров, где безработица наименее низкая, куда мы не можем привлечь высококвалифицированных жителей республики. Они привлекаются, в основном это учителя, это врачи, это инженеры. И по показателям того года мы должны привлечь не более 20 участников и 30 членов их семей. В целом программа направлена на создание условий по привлечению. И тут из федерального бюджета каждому участнику госпрограммы переселения соотечественников выплачиваются подъемные в размере 240 тысяч рублей. А есть ли уже желающие, кто-то, может, узнает? Да, действительно, свидетельство участника программы выдает Министерство внутренних дел по республике. Уже выдано 10 таких свидетельств. На рассмотрении находится еще порядка 18 заявлений от наших соотечественников. Ну, я думаю, что для первого года показатели неплохие. Мы должны посмотреть. Конечно, мы должны обустроить этих жителей. В программе участвуют и местные администрации. Мы должны обеспечить местами в детских садах, в школах. Но я повторюсь, мы привлекаем высококвалифицированных. В основном это инженеры, врачи, учителя. Именно в тех районах, где существует дефицит, куда мы сами, наши жители, не хотят ехать. Это севера Арктика. А как соотечественники узнают о такой программе? Мы встречаемся с их диаспорами в Якутске. Соответственно, мы проводили информирование через Министерство внешних связей, через нашу уполномоченную организацию. Идет информирование полномасштабное, можно так сказать, но в основном, конечно, распространяется среди наших соотечественников за рубежом. Алексей Борисович, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Всего доброго и до встречи в эфире.